А это уже интересно. Таджикское правительство все больше скрывает информацию от населения. Подписывайтесь на обновления и точно будете в курсе всего самого важного. Отныне власти Таджикистана не раскрывают данные по экспорту электроэнергии в Афганистан. В прежние годы Госэнергохолдинг Барки-Тачик открыто предоставлял подобную статистику. Некоторые из собеседников уверены, что эти цифры скрывают, чтобы не раздражать население, которое в зимний период зачастую имеет ограниченный доступ к электричеству. 30 января на пресс-конференции в Министерстве энергетики журналисты попытались выяснить подробности контракта между Барки-Тачик и афганской компанией Брешна, который был подписан 11 января этого года. На вопрос, какой объем электроэнергии будет поставлен в Афганистан в этом году и по какой цене, председатель Барки-Тачик Махмадумар Асазада ответил, что можно говорить лишь о возможном экспорте электроэнергии в период с мая по сентябрь. Между тем, в феврале прошлого года глава Барки-Тачик озвучил данные по годовому объему электроэнергии, экспортируемой в Афганистан. Тогда он сказал, что в 2022 году Таджикистан поставит в Афганистан 1,5 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, а годом ранее в эту страну была экспортирована электроэнергия в объеме 1,2 миллиардов киловатт-часов. Неизвестно, почему в этом году власти не хотят раскрывать данные по экспорту электроэнергии. В прошлом году цена 1 киловатт-часов электроэнергии для Афганистана составляла 6,7 цента. В ходе пресс-конференции журналист поинтересовался у министра энергетики и водных ресурсов Далера Джума, стала ли статистика по экспорту электроэнергии в Афганистан под грифом «секретно», на что министр ответил отрицательно, что данные не являются секретными, но в то же время отказался их озвучить. В Минэнерго лишь сообщили, что в прошлом году Таджикистан экспортировал более 2,5 миллиардов киловатт-часов электроэнергии, что на 118,5 миллионов киловатт-часов больше, чем в 2021 году. Попытки получить комментарии от афганской энергетической компании Брешна пока не увенчались успехом. Неизвестно, почему эта компания и ее таджикский партнер избегают оглашения данных об объеме электроэнергии и ее цене. Как вы думаете, почему они замолчали? Еще один вопрос, на который власти не дают ответа, о долге компании Брешна за использованную электроэнергию. В августе прошлого года представители Барки-Тачик сообщили, что задолженность Брешна составляет 28 миллионов долларов и объяснили эту ситуацию сложностями перевода денег. Махмадумар Асазада на пресс-конференции 30 января лишь сообщил, что на сегодняшний день Брешна погасила часть долга, но конкретную сумму, сколько было погашено и сколько еще долга осталось, не называл. Глава энергохолдинга Барки-Тачик затронул в своем выступлении еще одну злободневную тему – об экспорте электроэнергии в Узбекистан. По словам Махмадумара Асазада, экспорт в соседнюю страну осуществляется только в летний период. Но неделю назад Ташкент объявил об увеличении импорта электроэнергии из Таджикистана, в то время как власти воздерживаются от предоставления информации об объемах поставок электроэнергии в соседние страны. Внутри страны многие обеспечиваются электроэнергией с ограничениями. Зульфикор Исмалийон, эксперт по экономическим вопросам, говорит, что власти не раскрывают статистику объемов продаж электроэнергии из-за опасения попасть под критику населения. Он отметил, что Таджикистан превратился в одного из основных экспортеров электроэнергии в регионе, но при этом власти не хотят, чтобы население имело достаточную информацию об этом. Объявили, что построим какие-то электростанции, и тем самым население зимой и летом будет обеспечено электричеством, но увидели, что единственный способ заработать деньги – это продавать электроэнергию, и по этой причине они не говорят, что мы вот настолько больше продали. В сельской местности у людей света нет. Экспорт электроэнергии в Таджикистане за границу всегда вызывал острые споры. Некоторые жители говорят, что в первую очередь нужно обеспечить теплом и светом своих граждан. Власти же неоднократно заявляли, что за границу продаются лишь излишки электроэнергии, но, как мы видим, тут говорится никак не об излишках. Как вы относитесь ко всей этой ситуации? Как вы думаете, почему все это происходит? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.